Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Пекин с официальным визитом. Во время переговоров Эрдоган отметил, что жители Восточного Туркестана чувствуют себя в безопасности и живут в благоприятных условиях. По сообщениям Deutsche Welle, китайское телевидение транслировало выступление Эрдогана, который заявил, что жители так называемого Синьцзяня пользуются всеми условиями счастливой и беззаботной жизни, предоставляемыми Китаем. Президент Турции подчеркнул, что никто не сможет повлиять на укрепление двустороннего сотрудничества Турции и Китая. В конце выступления Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция категорически против экстремизма и желает дальнейшего сотрудничества, а также координации по вопросам безопасности. Китайские власти полгода скрывали смерть Кахара Кавула, убитого в лагере политического перевоспитания, расположенном в городе Аксу. По сообщениям Туркестан Пресс, Таджигуль Хамдуллах, являющийся резидентом Турции, начиная с 2017 года потеряла связь со своим сыном, которого заключили в лагерь. В результате запроса Министерства иностранных дел Турции китайское консульство сообщило, что 41-летний Кахар Кавул скончался в прошлом году от сердечного приступа. В рамках саммита «двадцатки» премьер-министр Японии Шинзо Абе провел переговоры с главой Китая. По сообщениям информационного агентства United Press International, во время переговоров Абе затронул ситуацию в Гонконге и нарушение прав человека в Восточном Туркестане. Китайский режим, известный своими репрессивными действиями в отношении жителей Восточного Туркестана, взялся за мусульман Дунгани. По сообщениям Bitter Winter, 31 марта во время сноса самой большой мечети поселка Янчуань провинции Нинчья район был оцеплен китайскими полицейскими и военными. Гражданам запретили приближаться к месту сноса и фотографировать разрушение мечети. Более того, правоохранителям и спецслужбам, находящимся на момент сноса в других мечетях, было приказано применить силу в случае волнений и недовольства мусульман. 1 июля на российской подводной лодке произошел пожар, в результате чего, отравившись угарным газом, погибло 14 моряков. В связи с трагедией президент России отменил свою программу. После того, как в сети появились сообщения о высоком уровне радиации, норвежское ведомство радиационной безопасности заявило, что несмотря на то, что радиация в районе аварии превысила норму, российские СМИ сообщают об обычном взрыве газа. В Таджикистане завершилось строительство мечети, которая станет самой большой в Средней Азии. Церемония закладки фундамента, в которой принял участие имам Али Рахмон, была приурочена к 1310-летию со дня рождения имама Абу Ханифы. В строительстве, которое продолжалось в течение 8 лет, приняли участие и зарубежные компании. Стоимость проекта составила $100 миллионов, из которых 30 миллионов выделил Таджикистан, а остальные 70 – правительство Катара.